Информационная программа «Вести Кудым Карвилиштиянкат», студия Рина Батуева, Бур Рыд Талн выпускан. Компермятский округан Оштисавиль спортивный стадион. Пермский край Куимыта округан Сия-1, СПК «Россия» Оштиса современный сушильный комплекс. Компермятский округан Оштисавиль стадион. Медбур оборудованная и современная спортивная площадка. Кудым Кариш педагогический колледж Дынын. Эстафета, товарищеские матчи по мини-футболу и стритболу – все это часть спортивного праздника, посвященному открытию стадиона в Кудымкаре. Стадион, к слову, единственный в Кудымкаре, строили возле педагогического колледжа 2 года. Нынче летом работы были завершены. Уже с июля им начали пользоваться горожане. Сегодня учащиеся техникумов оценили новые возможности. Ну, были минусы, лужи, забивают ноги и так далее, некомфортно бегать. А сейчас у нас появился хороший стадион, сейчас преимущество больше. Все сюда обращают внимание, все ходят сюда, занимаются. На строительство было затрачено 15 миллионов рублей. Стадион разделен на 4 спортивные зоны. Поле для мини-футбола, площадка для спортивных игр, таких как волейбол, баскетбол, уличные тренажеры и для занятий легкой атлетикой, беговая дорожка и яма для прыжков в длину. Футболисты ездили в йогу заниматься, бегать, в йогу, потому что у них условия были лучше. На сегодняшний день такая возможность и есть в городе Кудымкаре. Данный стадион, он, конечно, большой подарок для всех студентов нашего колледжа, потому что кроме беговой дорожки, это и искусственным покрытием футбольное поле, это и площадка для физической подготовки, там, где установлены уличные тренажеры. Это прекрасная площадка для занятий волейболом и баскетболом. Поэтому вот те условия, которые созданы в рамках нашего стадиона, они действительно очень хорошие. И надеюсь, вот то, что мы получили, оно не только для наших студентов благо, но и всех тех, кто приходит заниматься и вечером, и рано утром. Потому что вот уже сейчас в 7 часов утра у нас бегают на стадионе жители города. Днем здесь будут проводить занятия студенты техникумов и колледжей города. В вечернее время с 6 до 8 будут заниматься воспитанники спортивных школ. А ранним утром и вечером стадион открыт для всех желающих. Это был старый стадион, плохое покрытие, когда постоянно чуть не каждый урок случались травмы, были переломы, ссадины. То есть, как наступала весна, у нас чуть не каждую неделю приходила скорая, возила детей с вывихами, переломами и так далее. То есть было неудобно, асфальт, грязь, если после дождя. Сейчас можно даже в легкий дождь заниматься, ничего страшного, то есть хорошее покрытие. В городе это первый современный стадион с искусственным покрытием. Всего в округе их 5 – в Косинском, Качевском, Юрлинском, Юсинском и Кудымкарском районах. И еще в ближайшем будущем планируют открытие в поселке Гайны. Сейчас в планах сделать ограждение вокруг стадиона. Ежедневно он будет работать с 7 утра и до 10 вечера. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Пермский край Куимыт, а округан Валич 1, виль современный сушильно-сортировочный комплекс Оштиса СПК «Россиян». СПК «Россия» колхозники за сентябрь месяц лоис мет тачанан. Экмыс сушилка дына содис эшеотик. Хозяйство он Оштиса виль сушильно-сортировочный комплекс. Большое событие для нашего предприятия, наверное, для всех полеводов наших. 2 года строили. Конечно, мы идем в ногу со временем. Конечно, решили сегодня взять самое передовое, современное, что сегодня есть. Ну, конечно, вот эта фирма Петкус, немецкая фирма. Сутки они проработали. Сегодня почти 3 наших сушилки старых она уже подменяет. Виль оборудование сельхозпредприятия Боштис лизинган, рассрочка анкы годвела, щут отчевая на самосвалезен, ректом бышань пондеча автоматический процесс. Быдас щу спыра приемная яма, бункерчань нурия затыкая сортировка выла. Сегодня мы сушим овес. Овес тут у нас до 20% влажности, это мы считаем для нашей зоны это нормальная влажность, и доводим до 12%. В перспективе эта сушилка у нас будет выручать, будет сокращение и рабочей силы, и времени уборки. Можно будет увеличивать и комбайновский парк. Вот это уже будущее предприятие. И может даже в перспективе увеличивать и зерновые площади. Машина, когда сулала, когда сквать метра вылына вес это быт культура. Механизм лощатам сич, что кочму нащуе на качественной обработка бырчань. Йоктаг. Вес это из кочма и велищ пыра бункера. Готовый урожай грузите на машины и на бета на склад дезвыла. Это коста сушильный комплекс на температурный режим шарн, шиньена оператор из.
татан не только кыка, у нас же кыс осков. Здесь верхний датчик, нижний датчик. Вот разница температур. Ячмень овес вот 36-40. Больше давать нельзя. Мы ставим 36. Он выдает 30. Повышаем до 33. Нам нужны загрузочные явления и выгрузочные. Разницу мы уже здесь сами высчитываем. Вот выставляем и выгружаем. Быд минута кошмамшу успета куим шо килограмман. Процесс муна сувчитаг. Сутки анкерана тоннезен. Этчамс шуана россияна вели только мечтаезен. Ваш обычный сушилказен уджал на дас вид мортан. Разница очень большая. У нас сейчас здесь вот эту сушилку обслуживает 2 человека. Ну, один механизатор, водитель на перевозке. В те года у нас работало 6 сушильщиков. Там получается 3 сушильщика, 3 сортировщика, 2 человека где-то на перевозке. Сократилось количество людей. Во-первых, новые технологии. У нас все теперь на сенсорном экране, все с пульта включается. Очень хорошо. Мы очень рады за такое новое сооружение. Будем работать дальше. Я всегда хожу с удовольствием на работу. Вот так. Виль технология з унан кокнятиса и буршетиса хозяйстве лишь удж, и соттиса обороттез, колхозники очлань вунда нащуез и джимлял на урожай. Они уджус по нас мунне шаперыджика. Уборка на сегодня, вот на утро 59%, еще осталось 1300 гектаров по уборке. Вот, ну, производительность сегодня где-то вот 100 гектаров если в день. Мы вот еще видим, что еще 2 недели при хорошей погоде уборка еще продлится, наверное. Этчем оборудованный и современный сушильно-сортировочный комплекс округан 1 Пермской краин куемет округище хозяйстве готовыш уджавны и зоравны очлань СПК Россия. Это лабур пример не надечена мы поддержка кращань лоас. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Джимляв нащує спетиса и Юсинска районыш хозяйство из заря будущего пондадис уборка август когда смелет луна. Юсинска районыш сельхозпредприятие ставо кыджиса ква 1000 вичо гектар мамдащуез. Первые за уборка вела петиса колхозис совет и заря будущего. Но джимлявна не апондас ечажи кыджимуща планнез чинтис погодя. В связи с погодными условиями, которые были обусловлены переувлажнением почвы, а также в некоторых местах у нас прошел град крупный, у нас погибли зерновые на площади 1800 гектаров. Таким образом, у нас план по уборке в 2017 году составил 4700 гектаров. Всего в сельхозпредприятиях района зерновых убрано с площади 1797 гектаров, что составляет 38% от плана. Заря будущего без выл уч талун пижа кычач абузеррез колхозники джимлял нащуез и петана было сразу вид квать комбайнан медбышок мисперыджика. Выехали мы сначала 2 комбайнами и потом потихоньку потянули. Сейчас убирают у нас 6 комбайнов, убрали мы уже 50% зерновых, где-то 360 гектар мы убрали пшеницы, овса мы убрали 600 гектар и ячменя мы убрали где-то около 100 гектар. При хорошей погоде нам надо будет дней 10-12 и мы закончим уборочную. Зер того бур мадик культура из не один. Влажность шуезлан уджит. Это было нураши на округе шбудес хозяйства из. Но результат колям год черти татан не умельжик. Показатели шуа председатель бытта на ашнус отир. Это хозяйство он сиджаемыш передовиккез. И том компанию рискадна эше неопытныш, но ветчина ныш рожа. В сельском хозяйстве это самая большая проблема, это люди, кадры. Кадров не хватает. Вот 6 комбайнов, ну можно сказать, мы посадили сюда людей, которые вообще не работали никогда на комбайне и работают. Я хочу большое-большое сказать им спасибо, что они согласились и сели, и работают, никогда не работая на комбайне, вот просто сели и стали работать. И работают, и все у них получается.
Оттявны колхозники зас итом руководителя с Буручпонда Ани Локтис Ачис округан Юралиш. Виктор Рычко вестан немеду джейш. И пасья мы заря будущего успехи стачанаш. Это хозяйство совсем недавно возглавил молодой энергичный руководитель Денис Александрович Баталов. И я уже не первый раз нахожусь здесь. Хочу его поддержать и морально, и вместе с ним порадоваться улучшению показателей и в животноводстве, и в растениеводстве. В данном случае мы говорим о жатве урожая. У него сегодня самые высокие темпы работы в районе. Средняя урожайность по данному хозяйству сегодня 17 центнеров гектара, тогда как по району пока 15,2. Хотелось бы, чтобы вот его запал, который начат на начальном этапе, продолжался, хватило бы его надолго, чтобы люди воспряли духом и доказали, что работать в сельском хозяйстве выгодно, работать в сельском хозяйстве престижно. Помавна уборка хозяйством къс на локтан неделя, ежели лоаскыс план не досповна тыртаса. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Первый бэря дачи жимгод Борчань Пермский край по наса на губернатора с выборы с Чулаласа это крещение. Кудымкариш территориальная избирательная комиссия готов выборы скежа. Эта неделя вылын сентябрь до сетлуна Кудымкарн каджибыцам Пермский край почта. Отир пондаса бэря на губернаторас. Были разнесены пригласительные всем избирателям, которые в списках тех избирательных округов, где будут проходить выборы на участках. Следующее. Участковые избирательные комиссии провели большую работу по так называемому заявительному порядку. Значит, на смену открепительных удостоверений у нас пришла заявительная система. Избиратели, для удобства избирателей, они могли заявиться на тот участок, где им было удобно голосовать по месту своего нахождения. По городу Кудымкару или открепилось, или прикрепилось 1359 избирателей. Учлан муна уч спецзаявление черты, кариш избирательный участок из провериться бы структура из. И талун необыцен готовыш барьем на лункежа. В настоящее время ведется работа проверка оборудования, автоматизированного рабочего места, значит, на котором в день голосования будет распечатан протокол по итогам голосования с так называемым QR-кодом. И сегодня, и завтра, и в последующие дни до 4 часов 10 сентября, если человек приболел, плохо себя чувствует, преклонного возраста, он вправе заявиться на тот избирательный участок, где он зарегистрирован, и к нему приедет машина с членами участковой комиссии с так называемым переносным ящиком. У него будет возможность проголосовать. Уважаемые избиратели, мы впервые 10 сентября 17 лет выбираем губернатора Пермского края. Хочется, несмотря чтобы на плохую погоду, значит, на какие-то свои личные дела, какие-то жизненные обстоятельства, все-таки мы вас ждем на участках. Пожалуйста, придите и выполните свой гражданский долг. Кудымкарн территориальная избирательная комиссия уджалище надеется, что выборы звала явка лоа 100%. Эдме бденным бырям краен юралищес. И это было мианталум БДС велич панташам понедельника, ас у нас эк мы с часа БДС бурса бурша чищан луннез.